Принципы договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – вот что в основе заключенного соглашения между Республикой Коми и городом Ровеньки Луганской Народной Республики. Документ подписан в эти выходные в Луганске. Напомним, наш регион стал участником масштабной программы помощи, когда субъекты страны берут шефство над районами Донбасса. Анна Зубрева продолжит. Церемония подписания международных соглашений выверена до мелочей. Глава Коми Владимир Уйба и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проговаривают детали подготовленного документа, после чего следует его визирование. На кадрах историческое событие, не иначе. Республика Коми и город Ровеньки Луганской Народной Республики заявляют о сотрудничестве. Свои подписи под документом ставят Владимир Уйба и Андрей Рубанцов, городской глава. С этого момента начинается практическое шефство нашей республики над Луганским городом. Ровеньки, к слову, знаменит своими шахтами и добываемым там углем, антрацитом. У нас такой шахтерский край, который в свое время жил достаточно зажиточно, богато, но в последнее время, в последние годы руководства Украиной региону внимания практически не уделялось, поэтому у нас вообще все шахтные города, поселки, они находятся в таком очень, я бы мягко, наверное, так сказал, очень нехорошем состоянии. Детские сады, школы, больницы, центральные дороги требуют первостепенного внимания. Шахтерский край 8 лет дает отпор украинским неофашистам. Все силы и средства направлены на то, чтобы поддержать народную милицию и ополчение, выстоять. Именно поэтому Донбассу без помощи России, ее регионов сейчас никак не обойтись. Коми будет содействовать восстановлению экономики города Ровеньки, его инфраструктуры, ключевые направления, подготовка к учебному году и отопительному сезону. По восстановлению работоспособности 3 котельных уже готовы полные сводно-сметные расчеты. Готовы бригады, которые на следующей неделе после подписания уже выезжают на работу с стройматериалами, с расходниками. Ну и еще одна была задача – модульная котельная в школе имени Шевцовой. Эту модульную котельную тоже мы сейчас заказываем, и ее нужно будет там непосредственно устанавливать. Но все должны сделать именно к отопительному периоду, поэтому времени действительно немного. Сегодня уже это переходит в такую вот конкретику со сводно-сметными расчетами, с материалами, с деньгами. Дает основание, что мы все-таки успеваем по времени. Понятно, что это не все, да, и это мы, что называется, первый шаг делаем. Есть достаточно большое у нас уже понимание и обмена, и культурного обмена, и обмена специалистами. Отдельно блок проработали, и он тоже будет в этот же период решен по поставке медикаментов. И это лишь первый шаг в планах и обмен специалистами. Новое перспективное месторождение угля Усинское в Воркуте. Мы готовы предоставить рабочие места и жилплощадь в заполярном городе для 500 семей. Это вся Воркута, умноженная на 10 по объемам. Поэтому, да, то есть там огромные мощности, запасы угля. Поэтому и руки нужны будут точно совершенно, и мы готовы там предоставить и рабочие места. И в Воркуте у нас только сегодня 500 квартир свободных, комфортабельных, там любой, и от однокомнатных до 4-комнатных. В последние 8 лет жители Луганской республики отстаивают свою независимость. И подписанное соглашение с Коми как важный знак. Впереди новая жизнь, новые возможности, перспективы для обеих сторон. Спасибо огромное, что вы включились в эту работу. Мы с огромной благодарностью. Ну и в ответ хочу сказать, что вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь. Вот в случае необходимости мы можем приехать и покорять просторы Крайнего Севера, оказывать посильную помощь. У нас народ очень трудолюбивый, честный, порядочный, с твердым характером, таким как сибирский характер, поэтому мы, наверное, в чем-то схожи. Договор между Коми и Ровеньками предполагает укрепление двусторонних связей в разных сферах. Это будет многолетнее сотрудничество, которое затронет в том числе здравоохранение, образование, спорт и культуру. Утверждение «своих не бросаем» для Коми – это не только слова. В первую очередь это дело. Анна Зубрева, телеканал Юрган, Луганская Народная Республика.